Дом такой же был. Кровля вся была снесена. Стреляли из БТРов, с гранатометов. Остались одни стены. Вместе с семьей я жил в этом доме. Еще год назад житель села Кокжар Майрамбек Топосов жил со своей семьей в небольшом домике. Недвижимость принадлежала владельцу яблоневого сада, где он числился охранником. Сегодня Майрамбек вынужден ютиться с 4 детьми у своей матери. Оперативные съемки сделаны в январе прошлого года. Спецслужбы проводят операцию по задержанию подозреваемых в терроризме. Это событие встревожило не только село Бишкунгей, но и весь Кыргызстан. Подозреваемые преступники держали оборону, спрятавшись именно в этом доме. А если бы в этом доме были бы мы с детьми? Так ведь милиционеры заявили мне, что не посмотрели бы на это. Взорвали вместе с детьми. Но, к счастью, именно в тот день дома никого не было. Майрамбек отправил детей к матери, а сам ушел на день рождения. Утром зашел к соседу и попросил его, чтобы присмотрел за домом. Пошел снег. Я решил узнать, как у них там. Смотрю, ходят 2-3 незнакомцев. Дверной замок взломан. Я спросил, кто они. Ответили, что хозяина нет. С последствиями того злополучного дня Майрамбек Топосов вынужден бороться по сей день. В доме жил он, поэтому и стал первым подозреваемым. Говорит, что допросы сопровождались пытками. После 3-4 ударов я упал. Потерял сознание, полностью отключился. Помню, в одно время немного пришел в себя, а на мне были наручники, привязали к стулу, раздели до трусов и били дубинкой. Но сегодня Майрамбек не может вспомнить, кто именно издевался над ним. Тем более, что пытавшие его люди были в масках. Тогда в результате полученных травм у него была сломана ключица. Пострадали почки и печень, написали в медицинском заключении. На одну только ключицу было сделано 3 операции. Кость сломана прямо посередине. Здесь металлический материал стоит, как будто булавкой закрепили. Женщина переживает, что ее сын не в состоянии прокормить своих детей. После прошлогодних событий он стал инвалидом. Хорошо было бы, если он сам кормил свою семью. Всех детей отдали в реабилитационный центр. Майрамбек Топосов вместе с матерью продолжают искать правду. Куда только они не обращались с заявлениями. Ходили во все инстанции. Однако Аламединская районная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, заявив, что для этого недостаточно оснований. Уголовное дело до сих пор не возбуждено. Пытали его сильно. Говорит, что били до утра. Отпустили лишь тогда, когда выяснилось, Майрамбек никакого отношения к террористам не имеет. Не проведено ни одного следственного мероприятия. Никто даже не поинтересовался, что с ним. А человек остался инвалидом. Таких случаев, как с Майрамбеком Топозовым, в Кыргызстане много. Однако добиться возбуждения уголовного дела по ним очень сложно. Органы прокуратуры признают, что пытки действительно являются острой проблемой. Генеральный прокурор Аида Салянова считает, в сфере защиты прав человека пытки – одна из основных проблем. Правозащитники выступают за то, чтобы в камерах установили видеонаблюдение. Но это не решение проблемы, говорит генпрокурор. Это должно уменьшить пытки, не допустить их увеличения. Видеонаблюдение в борьбе с пытками, но полностью эта мера проблему не решит. Полностью искоренить эту проблему в Кыргызстане нелегко. Тем не менее, борьба с ней уже начата. В 2008 году Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН против пыток и взял на себя обязательство создать у себя специальный орган. Президент поддержал идею создания национального центра по противодействию пыткам и подписал соответствующий закон.
Если кто-нибудь обратится и сообщит, что, к примеру, одного из его родственников пытают в милиции, ведут допрос в неположенное время, после 6 вечера или до 8 утра, и если допрос необоснованно затягивается, то сотрудники этого центра вправе в любое время пройти в это отделение милиции или другое закрытое учреждение без разрешения следователя или начальника тюрьмы. Координационный совет Национального центра состоит из 11 человек. Один из них должен представлять парламентскую оппозицию